Добрый вечер. Телекомпания НТВ+ предлагает вам прямую трансляцию из Италии. Каха Каладзе в форме сине-красный, а не черно-красный. Отныне Кахабер выступает, как вы знаете, за старейший клуб Италии Дженуа. И мы сегодня с вами находимся на стадионе, который стал причиной, пожалуй, что самого громкого разбирательства в УЕФА. Ну, с точки зрения поведения болельщиков, а не определение места проведения чемпионатов мира и Европы. Стадион Луиджи Феррарис в Генуе, который подвергся не разрушению, конечно, однако же непростая была здесь обстановка во время матча Сербия-Италия, который так и не был сыгран. И сегодня вынесенное решение УЕФА: засчитано Сербии техническое поражение. Два ближайших матча домашних Сербия проведет без зрителей. Ну а итальянцы заплатят штраф 100 000 евро за плохую организацию безопасности. А вот, пожалуй, главная новость сегодняшнего дня, которая касается Италии и футбола в Италии. Итальянцы свою задачу выполнили. Они всеми силами старались добиться того, чтобы не была назначена переигровка. Но вот решение принято. После беспорядков на Луиджи Феррарис, вот на этом вот стадионе, сборная Италии получает техническую победу. Ну а теперь все внимание уже не на стадион и на околофутбольные дела, а на футбол непосредственно. Команда Гасперини сегодня принимает миланский Интер. Привыкаем к новому расписанию в чемпионате Италии. Теперь есть и пятничные матчи, теперь есть и матчи, которые начинаются по среднеевропейскому времени в 12 часов 30 минут. Ну что ж, законы телевидения и желание Кальчо зарабатывать больше денег от продажи телеправ и предлагать тем самым более удобное расписание трансляции. Все это заставляет быть более гибкими тем, кто составляет календарь, кто составляет расписание матчей. И вот вслед за Германией и отчасти Россией итальянцы теперь тоже иногда играют по пятницам. Это первый матч 9-го тура. Лидирует в чемпионате Лацио. Милан 17 очков, Интер 15, Кьево 13, Ювентус 12, Наполи 12, Палермо, Сампдория, Дженуа, Лечче 11, Удинезе 10. Парма на последнем месте 7 очков. Уступает Дженуа, который находится в верхней части турнирной таблицы, всего-навсего 4 очка. Сверхплотная турнирная таблица в чемпионате Италии. Это, пожалуй, самая главная особенность последних сезонов в итальянской серии А. Очень ровный подбор участников соревнований. Мне думается так, что где-то вот средний класс итальянского чемпионата поднялся. Но вот что касается топ-команд, то они немножечко пробуксовывают в целом. Хотя Интер и является действующим обладателем Кубка чемпионов. Результаты на европейской арене. Наверное, главная такая и самая яркая лакмусовая бумажка. Как раз, мне кажется, вот этот тезис и подтверждают. Тем не менее, средний уровень команд очень и очень высок в Италии. И именно поэтому большинство матчей абсолютно непредсказуемы. Именно поэтому такая плотная таблица, когда команда, находящаяся в нижней части этой самой таблицы, одержав одну-другую победу, может переместиться стремительно вверх по этой самой таблице, попав в еврокубковую зону. Поэтому сегодня, несмотря на то, что Интер многократный подряд чемпион страны и победитель Кубка чемпионов, вряд ли можно вот так вот однозначно на таком сложном выезде назвать именно Интер фаворитом матча. Тем не менее, по статусу, конечно, именно миланцы должны считаться фаворитами поединка. 0-0 счет. Составы команд: в воротах Интера Жулио Сезар и полевые игроки: Майкон 13 номер, 6 Лусио, 26 Самуэль, 39 Сантон. Это
оборона. Кристиан Киву травмирован, поэтому в матче участия не принимает. В связи с этим замена на левом фланге. Группа атаки, назовем это так, 6 человек, полузащитники и нападающие. 4-й номер Санетти, 19-й Камбьясо, 88-й Биани, 10-й Снайдер, 29-й Каутиньо, 9-й Этоо. Диего Милито и Горан Пандев в заявке на матч. Милито восстановился после травмы. Ожидается сегодня его выход на поле, но не с первых минут. Об этом Рафаэль Бенитес, наставник Интера, говорил перед матчем. Так что никто не удивляется тому, что Милито в заявке, но не в основном составе. Так что, скорее всего, мы с вами увидим этого футболиста во втором тайме. Предполагали итальянские журналисты, что Горан Пандев будет играть в основном составе вместо Биани. Но Рафаэль Бенитес все-таки доверил место в основе молодому французскому игроку, которому явно Рафаэль Бенитес симпатизирует. Один из немногих новобранцев Интера, но Бенитесу, как мне представляется, все-таки очень хочется что-то свое привнести в команду после Мауриньо. При том, что ни один человек команды, по сути дела, из игроков основного состава не покинул. И вот он настоятельно рекомендует всем своего протеже Биани. Киво ненадолго выбыл. В следующем туре он должен вернуться на поле. Также отсутствует Дэйн Станкович. Еще он пропустит пару недель. То же самое касается Мариги, вроде бы плотно обосновавшемуся в основном составе в начале сезона. Тиаго Мотта также раньше 12-го тура не ожидается. Суазо до 11-го тура отсутствует. Самуэль выбьет мяч на угловой. Дисквалифицированных нет. В общем, вот с Интером такая ситуация. По сути дела, выбор, конечно, такой большой, что отсутствие одного-двух игроков никак не сказывается на выборе футболистов в стартовый состав. Лука Тони крупным планом, поскольку угловой подает Джено, и все это происходит как раз напротив фанатской трибуны генуэзского клуба, где есть кресло, но там по старинке все стоят и создает очень хорошую атмосферу. Компактный стадион, очень приятный стадион, доводилось на нем бывать не раз. По атмосфере, считаю, один из лучших стадионов в Италии. Еще одна подача. Дженуа настырно атакует. Вот в этом игровом эпизоде мяч возвращается. И такое достаточно спорное положение вне игры. Удар после свистка. Не факт, что второй номер находился в офсайде. Кико. Но если находился, то буквально на полшага. А, видимо, повтор показывают на мониторе большом на табло, и поэтому свистят трибуны. Кико второй номер, вратарь Эдуардо. Раноки 16-й, Дейнелли 3-й, Кришито 4-й, Росси 7-й, Миланетто 77-й, Каладзе 13-й, Рафинья 18-й, Тони 9-й, Место 20-й номер. Руководство Дженуа и, в частности, хозяин команды, президент клуба, в межсезонье выделил существенные средства на укрепление команды, поскольку в прошлом году Дженуа была одной из самых малобюджетных, особенно по зарплатной ведомости, команд в серии А. Тем не менее, прошла по сезону вполне уверенно. Но Энрико Прециози посчитал, что есть возможность усилить команду. Ну и, конечно, одно из главных приобретений — это Лука Тони, Рафинья. Игроки, которые, конечно же, Гену усилили. Ну и Кахабер Каладзе, один из опытнейших игроков итальянской серии А. Я вам рассказывал, мы с Кахабером встречались в Милане, когда там проходил полуфинал прошлогодней Лиги Чемпионов Интер-Барселона. И Каха говорил о том, что очень не хотел бы покидать Милан. Хотелось бы ему побороться все-таки за место в стартовом составе команды, в которой он, собственно, можно сказать,
который стал для него родной. И с Миланом у него много связано, и бизнес, и все такое. И он с трудом себя представлял в какой-то другой команде. Но Дженоа, я думаю, очень подходящий для Кахи вариант. Тем более, что ехать часа полтора, а без трафика, может, и того меньше, от Милана до Дженоа, так что от Генуи. Так что это, в общем, не особо большая проблема, я имею в виду, играть в этом городе по отношению к Милану. Каладзе, заметьте, используется в своем новом клубе в качестве полузащитника. На этой позиции он периодически играл в сборной Грузии. И, насколько я помню, в киевском «Динамо» тоже Каху использовали в качестве полузащитника. Так что позиция для него не новая. Ну вот именно на этом месте, на месте хавбека, видит одного из опытнейших игроков своей команды наставник Дженоа Джан Пьеро Гасперини. Между прочим, Дженоа девятикратный чемпион Италии. Так, на секундочку. Правда, в последний раз генуэзцы выигрывали титул в далеком 1924 году. Но в начале прошлого века и в конце уже позапрошлого, в конце 19 столетия, Дженоа не было равных в итальянском футболе. Но, впрочем, на соперничать тоже особо было не с кем. Клуб, безусловно, знаковый для истории кальчо. Очень много дал итальянскому футболу. И в плане атрибутики тоже. Не случайно, видите, на гербе Дженоа флаг, который присутствует и в гербе Интера. Что касается травмированных в составе хозяев поля, то здесь длиннющая вереница коек в лазарете. Янкович до середины ноября, Рудольф до 10-го тура, Велозу до начала ноября, Паласио до середины ноября, Скулли выбыл вообще до января, у него тяжелая достаточно травма. Паладино выбыл на неопределенный срок. Но учитывая, что команда неплохо укрепилась в межсезонье, таких особых проблем у Дженоа с составом нет. Хотя в прошлом году отсутствие вот такого количества игроков привело бы к, я думаю, существенным проблемам. Но нынешний сезон для Дженоа действительно в этом плане складывается попроще. Ну и место в турнирной таблице для Дженоа вполне по началу сезона нормальное. Команда находится вверху таблицы и опережает Сампдорию на данный момент на 1 очко. Ну вот если так матч и закончится, Дженоа не проиграет. А для генуэзцев, конечно, самое главное на свете — это быть выше своего главного соперника, команды из этого же города. Что касается Интера, то Интер. Ну, все, конечно же, сравнивают нынешний Интер с Интером прошлогоднего. Обращают внимание на то, что Интер забил на 9 мячей к 9-му туру меньше, чем под руководством Муриньо в прошлом сезоне. И еще много на что обращают внимание. Но Рафаэль Бенитес пока держится и на всю эту критику отвечает тем, что давайте дождемся конца сезона. И давайте не будем забывать о том, что под руководством Муриньо Интер тоже имел отличное преимущество по очкам в январе, а выиграл чемпионат в последнем туре. Каладзе с мячом. Неплохо играет команда Гасперини в первом тайме. И Каладзе шикарную диагональ отправляет на правый фланг. Кико. Прострельная передача на месте Вальтер Самуэль. Что касается взаимоотношений между этими двумя командами, то никаких таких уж прям особых взаимоотношений нету, в отличие от Дженоа и Милана. Биабиани сейчас мячом, удар Снейдера поворотом, и очень хорошо играет Эдуардо, технично отбивая мяч от себя в сторону, а затем уже накрыв этот мяч.
Одна, кстати, из главных тем, которые обсуждались на этой неделе в Италии, список игроков-претендентов на золотой мяч. И, как считают специалисты, и в первую очередь хозяин Интера Массимо Моратти, главный претендент, по его мнению, на золотой мяч — это Снайдер, выигравший Кубок чемпионов и, безусловно, один из лучших игроков Лиги чемпионов прошлого сезона. А победа в лиге, конечно, добавляет весов в борьбе за этот титул. Ну и, кроме того, Снайдер вышел в финал чемпионата мира. То есть, с точки зрения футбола, все-таки командный вид спорта, здесь индивидуальные достижения умножаются и подкрепляются. Индивидуально хорошая игра подкрепляется отличными командными достижениями, что на клубном уровне, что на уровне сборной. Это, конечно, очень важные оба критерия. Но я думаю, что у Уэсли есть очень серьезные конкуренты в лице игроков испанской сборной. В первую очередь, наверное, Хави и Иньеста. И Вилье, конечно же, тоже. Хотя на клубном уровне они ничего не добились в прошлом сезоне. Но, тем не менее, они уже ходят, давно в очереди стоят за этим золотым мячом. Не очень понятно, что так свистят трибуны. Вполне такое в духе Лусио единоборство. Ничего страшного, мне кажется, не произошло. Игра продолжается, счет 0-0. Так вот, заканчивая с обсуждением этой темы, в Италии самое большое недоумение и журналистов, и руководства Интера, и Бенитеса, и всех на свете вызвало отсутствие Диего Милито в списке номинантов. Действительно, этому можно только удивиться, поскольку Милито был признан УЕФА лучшим игроком Лиги чемпионов. И как человек не попал в список номинантов, не очень понятно. Хотя с сборной Милито не добился ничего особенного. Действительно, я согласен, Снайдер один из... Я уверен, что он в тройке будет как минимум. Но вот кто именно, он или испанцы? Но здесь все, конечно, слишком субъективно. Объективного критерия, по которому можно определить лучшего игрока сезона, не существует. Мне кажется, что определяющим будет один, может быть, из решающих моментов. Это то, что тот же Хави уже не первый год вокруг да около этого мяча ходит, но все никак его не получит. Посмотрим. Ну вот Интер за Снайдера, конечно. Джено в атаке. Подхватывает мяч вторым темпом. Пас в штрафную площадь до полузащитника Джено, подключившегося в атаку. Мяч не дошел. Лука Тони лежит на газоне. Его не видит арбитр и не останавливает игру. Интер продолжает атаковать. Сейчас по всем рекомендациям только судья останавливает игру. Нет, это не Тони. Немножко похож на него внешне. 16 номер команды Раноки. Занесло защитника. Джено в чужую штрафную площадь, и около нее он получил травму. Самуэль Этуо, лидер среди бомбардиров, 7 мячей на его счету в начале сезона. Большую часть голов Интера забил именно он. Больше половины, 10 мячей забил Интер. Действительно, не самый результативный футбол демонстрирует команда. Сравните с Ювентусом, Наполи, Палермо. 16, 14, 15 мячей. Соответственно, забили команды, которые находятся ниже в таблице. Милан 13, Лацио 12. Это те, кто находится выше Интера в турнирной таблице. Из 3 последних поединков Интер выиграл только 1. 2 матча команда завершила в ничью. С Самдорией дома ничья была, но, правда, Бенитес отметил, что 20 ударов в створ нанесла его команда. И, в общем, здесь надо говорить о блестящей игре вратаря или невезении, нежели чем о плохой игре. 0-1. 1-0 на выезде с Кальяри. До этого ничья 0-0 с Ювентусом. Вот так играл в последнее время в чемпионате Интер. Зато вовсю развлекался в Лиге чемпионов. 8 мячей наколотив Вердеру и Тоттенхэм. Дженуа обыграла в предыдущем туре Катанию 1-0.
До этого дала бой Роме, проиграла 1-2. И 2 тура назад победила Барри на своем поле со счетом 2-1, проиграв предварительно Милану 0-1. Но Дженова в своем репертуаре такая очень упорная команда, которая может доставить хлопот любой команде, любому сопернику. В среду генуэзцы играли в кубке с командой низшего дивизиона Гроссетто и лишь в дополнительное время сумели одержать победу со счетом 2-1. Лука Тони забил об мяча. Ну, не то чтобы вторым составом играл Гасперини, но большинство футболистов из тех, кто играет сегодня, кроме Каладзе, пожалуй, что и Рафини, отдыхали в игре на кубок. А Камбьясо не может продолжить матч. Получил он травму, и Сали Мунтари вместо него под 11 номером. По травме замена, поэтому не готов. Мунтари, практически не размявшись, выскакивает он. Даже еще пока не выскакивает на поле. Это потеря, потому что Камбьясо, безусловно, одна из ключевых фигур в игровой схеме Интера, который сегодня выглядит как 4-3-3. Но, естественно, Бенитес очень часто вынужден отвечать на вопрос по поводу схем. Вообще в Италии вопрос схемы, он такой вопрос один из ключевых. Обожают итальянцы поговорить о тактических схемах именно в цифровом выражении. Хотя многие тренеры, в частности, те, кто работают в России и бывают у нас на программах в качестве аналитиков, говорят о том, что схема — это всего лишь цифровое отображение, не более того. Эта схема по ходу игры может меняться в зависимости от ситуации на поле сколько угодно раз. Но итальянцы все равно очень любят порассуждать на тему этого цифрового отображения схемы. И очень любят поговорить по поводу того, будет ли Бенитес использовать ромб в середине поля, когда восстановится, и вообще в атакующей схеме, когда восстановится Диего Милито. Но Бенитес пока от прямых ответов на этот вопрос уходит. Придется ему действительно так серьезно поломать голову над тем, по какой схеме играть, когда все его ключевые игроки в линии атаки будут здоровы. Неплохо Интер выходит из обороны. Каутиньо, который все чаще и чаще появляется в основном составе, но такую игровую практику, в частности, вот он получил из-за травмы и отсутствия Милито. А когда Милито и Пандев наберут форму, вот самое интересное и начнется. Потому что вообще-то по-хорошему так 4-3-3 это выглядит вот даже визуально, но в какой-то момент это может быть и 4-5-1, согласитесь. Если Биабиани и Каутиньо опускаются чуть-чуть назад, Самуэль Этоо остается на первой линии атаки, вот и получается вполне себе такие 4-5-1 к вопросу о том, насколько любая схема, выраженная в определенных цифрах при стартовой расстановке, может по ходу дела поменяться в зависимости от того, как развивается игра. Лука Тони на левом фланге догонит мяч, если у него поддержка в центре атаки генуэзцев. Тони. Ох, здорово сыграл Лука. Блестяще. И Жулио Сезар выручает свою команду. Здорово обыграл Лусио, пробил в дальний угол. Красивейший эпизод с участием Луки Тони и Жулио Сезара. 2 мяча забил в составе своей новой команды Лука Тони. Подача. Сезар здорово играет кулаками. Каладзе. И Самуэль не сохраняет мяч в поле. Выбивает мяч в аут. Джиано будет продолжать водить мячом на чужой половине поля. Каладзе, я смотрю, отскочил на место защитника. Ох, это очень здорово обыграл своего соперника. Им был Каладзе в игровом эпизоде, но пробить поворотом форварду Интера не удалось.
Хорошая живая игра, почти без пауз она проходит. Салим Мунтари играет дальше налево. Сантон. Интересно, Бейл перейдет в Интер или не перейдет? Я думаю, что Интер сможет ему платить денег, ну и как минимум не хуже, чем в Тоттенхэме он получает, а может быть даже и больше. Левый защитник — это не проблема, это позиция, которую Интеру, мне кажется, стоило бы укрепить. А так Валид сейчас играет, в общем-то, с претензией на лучшего игрока в мире на этой позиции. Конечно, хет-трик сумасшедший. Особенно если наблюдать его, как я, например, наблюдал на канале онлайн, когда не очень понятно, что происходит. Либо это прямая трансляция, либо это повтор эпизода, либо уже включение самого канала онлайн. Вот сейчас еще один момент у ворот Сезара. Не очень точный удар. Можно было здесь получше распорядиться мячом. И вот Бейл на глазах Массимо Моратти вколачивал один за другим мячи в один и тот же угол, одним и тем же ударом. Я думаю, тут совершенно очевиден интерес, который может Интер проявить. Удар Каутиньо по воротам Эдуардо. На месте голкипер Дженуа. Обмениваются обе команды атаками. Поскольку, по сути дела, ну, Сантон старался избежать грубости. Кришету, и все обошлось для него без желтой карточки. Биабини втаскивает мяч в штрафную площадь. И Каладзе плечо в плечо отжимает француза. И мяч выкатывается за пределы поля. Майкон. Дзанетти. Мунтари. Мунтари решил пробить и подарил мяч сопернику. Эдуардо. Интер с мячом. 26-я минута идет. Пока Интер не играет на полную катушку. Дал порезвиться хозяевам поля, порадовать своих болельщиков. Те несколько опасных атак на ворота Жюлио Сезара провели. Но вратарь сыграл очень надежно. Обосновался Интер на чужой половине поля. Мунтари, Этуо. Самуэль. Долго Интер держит мяч. Без особого продвижения вперед, поэтому свистят трибуны. Этуо. Каутиньо. Очень интересный бразилец Каутиньо. Это вполне миниатюрный, но при этом очень-очень крепко стоящий на ногах. Так просто его от мяча не оттеснишь. Каутиньо. А с мячом место. Занетти в мяч сыграл. Прав судья. Можно играть. Снайдер. Не игры. Не игры. Не почувствовал Уэсли Снайдер. Ох, почти попал Самуэль Этуо. Извиняется он перед Эдуардо. Но исполнил здорово. Этуо почти с нулевого угла пяткой попал в ворот. Офсайд здесь был даже с трансляционной камеры, очевидно. Гасперини считает, что он был желтую карточку показывать. А, нет, он, наверное, считает фаула, он сказал, да? По его мнению, фол, а по нашему нет.
И самое главное, что по мнению судьи Дзанетти в мяч сыграл. А место неточная передача вперед. Лусио ставит корпус и не позволяет Крищету добраться до этого мяча. Тони здорово поставил корпус, входит в штрафную. Пожалуй, самый техничный из габаритных футболистов в Европе Лука Тони при своем почти двухметровом росте и под 100 килограмм весе. Монтари, это 8-й мяч должен был забивать. Как не попал в ворота. Хороша была контратака Интера. И Монтари прекрасную передачу делал, не исполнил, чуть-чуть не исполнил это. Ну а Тони здесь классно ушел от Лусио. Может быть, чуть-чуть вот здесь ему не повезло. И здорово Самуэль в свою очередь сыграл. Чуть подпрыгнул мяч перед тем, как с ним соприкоснулась нога лучшего снайпера чемпионата Италии на данный момент. Ну и Диего Милито. Крупным планом. Бывший нападающий Дженуа, как вы помните, именно из Дженуа был он приглашен в Интер без особых, в общем-то, расчетов на то, что он станет основным игроком. Так вот получилось. И обстоятельства, и чутье Мауриньо сделали Милито ключевым игроком Интера. Нарушение правил, бурная реакция трибун. Отмашка с Антонов, досталась Кико. И желтая карточка молодому защитнику Интера. Дзанетти побежал всех успокаивать и проверить, все ли в порядке с Кико, не разбита ли у него голова. Давайте посмотрим. Сантон растерянно разводит руками. Вряд ли он хотел умышленно. О, конечно, случайно, но очень опасно сыграл Сантон. Какой-то карате исполнил. Он даже не видел бедного Кико и шипами попал ему по голове. Абсолютно никакого умысла не было в действиях Сантона, но досталось, конечно, прилично. Напрасно так уж реагируют трибуны. Понятно, что они своего футболиста поддерживают, но это не была какая-то возмутительная грубость со стороны игрока. Смотрите, мяч, он даже не видит, что там этот Кико находится. Просто неразумно сыграл Сантон, прямо сказать. Ну и Кико не прав, должен был в этой ситуации сориентироваться. И если он видит, что человек готовится явно не головой на этот мяч идти, а ногой, ну, можно было бы в сторонку отойти. Ну, к счастью, все в порядке. С Кико брови целы. Без травмы обошлось, и Дженуа выполнит штрафной. Подача. Возвращается мяч к штрафной площади Интера. 32-я минута. Идет 0-0. Хорошая игра. В первом матче 9-го тура. Ну и, конечно, как только мяч попадает к Сантону, сразу же свист трибун. Пас в сторону нападения. Биабиани за мяч зацепиться не сумел. И там опасная игра со стороны Лусио. Как он там оказался? Успокаивать. Дзанетти. Лусио, я тоже удивился, что это делать центральному защитнику на чужой половине поля, когда не было никакого стандарта. И Дзанетти ведет переговоры с арбитром, пытаясь понять, за что он, то есть Дзанетти, оштрафован. Грилли главный судья. Целое поколение молодых арбитров
последние сезоны работать в серии А. Так что надо привыкать к новым лицам, к новым фамилиям. Интер в атаке. Майкон делает передачу вперед в сторону Самуэля Этоо. Генуэзцы мяч перехватили. Очень неудачно место сыграл Снайдер. На коротке с Этоо. Каладзе. Нет, Каладзе в защите играет, я смотрю, больше всего. Дженуа умеет, и в прошлом году она это замечательно делала. При обороне перестраивает очень быстро свою линию оборонительную в 5 человек. И преодолеть ее очень даже непросто. Можно играть. Лука Тони не в офсайде, но слишком сильная передача. Интер демонстрирует на данную минуту великолепный процент точности передач. Больше 90% передач Интером сделано точно. При том, что Интер передач самих сделал почти в 2 раза к этой минуте больше, чем хозяева поля. И у Интера существенное преимущество по единоборствам. 60% против 40%. Интер на чужой половине поля. 10 с небольшим минут до перерыва. 0-0. Ну, по моментику хорошим было и у тех, и у других для того, чтобы открыть счет. Монтари, заменивший, напомню, Камбьясо. Из-за травмы аргентинец вынужден был покинуть поле. Ну и Кико руками пытается сдержать Сантона. Не очень крепко его держал. Сантон вырвался и убежал вперед. Снайдер, Майкон. Ну, там 7 человек встречают атаку. Дженуа отбивается. Даже без особого желания завязать контратакующую игру. Майкон с мячом. Неточный пас. Тони. И получил по ногам от Вальтера Самуэля. Кришито. Каладзе. Каладзе обозначен на тактической схеме у Дженуа как левый центральный полузащитник, потому что Дженуа тоже играет формально 4-3-3. Но Каха, я смотрю, очень часто отскакивает на место 5-го центрального защитника, закрывая зону вот здесь между левым защитником и левым центральным. Пас вперед. Так что действительно это все условно. Какие 4-3 у Дженуа, потому как играет команда. Тони явно дальше располагается к чужим воротам, чем кто бы то ни было из его товарищей. А вот Каладзе, смотрите, где играет. Сейчас центрального защитника возвращается вот туда 16 номер на свою позицию. И вот они тут фактически в пятером и играют. Дженуа идет вперед. Да нет, даже, по-моему, просто центрального защитника играет Каладзе. Довольно сложно за этим следить по телевизионной картинке. По крайней мере, в полузащите мы как их почти не видим. Вот сейчас Интер проведет атаку. Нет, сейчас все-таки в полузащите. Вот вернулся третий номер, центральный защитник, 16 на своих местах. Просто Кахаберы, как я уже сказал, частенько отскакивает, закрывает зону между третьим номером и
левым защитником. Вот сейчас, смотрите, раз. И вот они впятером стоят, встречают. И здорово Каладзе разобрался сейчас. Все прочитал и перехватил мяч у Самуэля Этуо. Интер на чужой половине поля. Для Италии возраст Каладзе, можно сказать, юношеский. 32 года. Еще играть и играть. Руками останавливает Дзанетти Рафинья. Я напомню вам, кто еще встречается в этом туре. Милан, Ювентус, конечно же, центральная игра. Завтра в 22:45 прямая трансляция. Дневные матчи Рома, Лечче. Нет, это 8-часовой матч завтра. И воскресные Рома, Лечче, соответственно, завтрашний. Воскресный Бари, Удинезе, Брешше, Наполи, Кальяри, Болонья, Катания, Фиорентина, Чезена, Сампдория, Палермо, Лацо. Это утренний матч воскресный. И Парма, Киев. Ну, на фоне Милан-Ювентус все остальное имеет мало интереса по афише. А это Каутиньо выскакивал к воротам. И Каладзе блестяще в подкате сыграл, выручил сейчас свою команду. Разыграли-то стенку замечательно Каутиньо и Этуо. Вот что значит колоссальный опыт Каладзе. Догнал эту атаку и выбил в подкате мяч. 5 минут до перерыва. Подача прямо в руки Эдуардо. Надежно сыграл вратарь. Так что Милан-Ювентус. Главный матч 9-го тура. Интер с Ювентусом в лице президентов Андреа Аньелли и Массимо Моратти отменился в очередной раз безличными колкостями по поводу Скудетто, потому что Андреа Аньелли вновь заявил о том, что надо бы вернуть Ювентусу отобранные Скудетто в связи с Кальчополи. На что Моратти посоветовал в таком случае и Интеру тоже вернуть 2 за 92 и 2002 годы. Так что, видимо, это никогда история не закончится. И вот опасно, 1-0 должно быть. Не попадает в ворота из выгоднейшей позиции Миланетто. Момент был превосходный для взятия ворот. Кико и просто не попал по мячу толком. Полузащитник Джено. Это был голевой момент. Хороший футбол продемонстрировали к этой минуте в первом тайме футболисты обеих команд. Живая игра, и, согласитесь, так Джено, в общем-то, ничем Интеру не уступает. Тактическая выучка безупречная у команд итальянской серии А. Ну, я бы не сказал, что сегодня Джено демонстрирует к тому же экране на своем поле. Росси, не Миланетто, Росси не попал в ворота. Демонстрирует какой-то такой сугубо оборонительный футбол. Конечно, Интер владеет мячом больше, но Интер исполнители получше в середине и в атаке. Но Джено при первой возможности переходит к атакующим действиям. Опять впятером они выстраиваются сзади, когда Интер владеет мячом. И Рафинья пытается разогнать контратаку. Неплохая передача. Нельзя выходить было. Ох, Самуэль, хорош. Ох, хорош, Самуэль. Мяч сыграно. Ну, вот такая игра. Я вот сколько раз обращаю внимание. Очень любопытная тактика у Джено. Вот 16-й номер. Это же центральный защитник Раноки. А мяч именно он сейчас получал на месте нападающего Раноки. Вот они так впятером там сзади играют, и Каладзе страхует Ранокию, когда тот убегает вперед. Вот по подключению с глубины, видимо, один из ходов
Дженуа. Я не думаю, что это импровизация, когда центрального защитника уносит туда, к штрафной площади. Помните, он там травму получил в начале тайма. И сейчас именно ему адресовалась передача с Губинуком. А место получил по ногам. Штрафной пробьет команда хозяев поля. Ну и здесь чистейшая игра в мяч. Образцово-показательный подкат Вальтера Самуэля в своей штрафной площади. Рискованно, но грамотно сыграно. Очень важный момент. Концовка тайма и опасный штрафной. Место, подача. Неудачно выполненная, прямо скажем, в никуда. Росси сохраняет мяч. Дженуа. Кико. Справляется Интер с этой атакой. Нет, она еще не закончила. Вот он, 16 номер. И пробил. Головой, похоже. Еще есть возможность у Дженуа забить гол, что называется, в раздевалку. Поэтому очень оживленно на фанатской трибуне Дженуа. 5 Дженуа за первый тайм. Согласитесь со мной. В качестве андердога Дженуа выглядит очень здорово. И неплохо разыграно. Удар поворотом. Ох, какой удар. Такой неплохой. Прямо в руки, правда, Сезару. Но это он такой неверную позицию занял и ворот не терял. Сезар попытался организовать контратаку своей команды, сразу же введя быстро мяч в игру. Неточный Каладзе на месте центрального, третьего центрального защитника сейчас. Один раз удалось, по сути дела, обыграть оборону соперника Интеру, когда Этоо и Рафинья разыграли длинную и очень классную стенку. Но Каладзе спас свою команду. Не в атаке Дженуа. Очень приличная команда. Я думаю, вполне она может включиться в борьбу за еврокубковые места. Она и в прошлом году боролась, немножко силенок не хватило. И играла ведь, сумев попасть в евротурниры, попадая очень скромным кадровым составом. Занятие в атаке Интера. Еще пара минут есть. Пас на свободное пространство. Биабиани. Неудачный тайм он провел. Я думаю, что, скорее всего, если Милито и будет выходить, то вместо него. А может и Пандев еще выйдет. Мунтари пробил отскок Дзанетти. Подбор. Дальше Биабиани. 1 в 1 обыгрывает место. Возвращает мяч Дзанетти. Поперек поля. Мунтари решил второй раз не бить. Сантон. Подача. Но сейчас повезло. И Каладзе не попал. Место не попал по мячу. И это не согласен с тем, что мяч никого не коснулся из соперника. Ну, если только прическу Дейнелли задел мяч. Каладзе-то мяч не трогал. Заканчивается тайм атакой Интера. Удастся ли довести дело до удара поворотом. Дзанетти. Снайдер. Мунтари пробить пора. Опа! 1-0. Пробить пора. Мы сказали, и Мунтари пробил. Зевнул Эдуардо. 1-0. Легкий был удар. Ну что, гол получает Дженуа в раздевалку. При равной игре в первом тайме Интер все-таки своего добился. И довольно-таки, ну, как сказать, случайный гол. Понимаете, ну как вот не накрывать? Здесь 7 человек встречают атаку. 7, а то и 8. Ну как? Только что человек пробил. Мощно пробил. Ну как же давать прицельно наносить удар поворота? Ну смотрите, Снайдер, передача. Никого вокруг нет. Прицелился, подошел к мячу.
вложил всю силу в удар. Да, напорол вратарь, конечно же напорол, но как не накрыть удар? 8 человек стоит перед своей штрафной площадью. Или внутри нее. А игрок, бьющий в 3, буквально 4 метрах от линии штрафной. Так что не стал бы я всех собак вешать на португальца, который находится в воротах Дженуа. Но гол совершенно не обязательный пропустили генуэзцы и в плохом настроении уйдут на перерыв. Нет, игра, конечно, не сделана. Я уверен, мы во втором тайме посмотрим хороший футбол. Ну а генуэзцам теперь придется вдвойне попотеть для того, чтобы выиграть этот матч. 1-0 в пользу Интера. Сали Мунтари, заменивший из-за травмы Камбьясо аргентинца в начале тайма, дальним ударом открыл счет в этом матче, и команда при таком счете отправляется на перерыв. Возвращаемся на Луиджи Феррарис. 1-0. Интер выигрывает у Дженуа в гостях после гола, который на 48-й минуте забил вышедший на замену в первом же тайме, место получившего травму Камбьясо, Сали Мунтари. Причем ошибся вратарь Дженуа Эдуардо. Но, на мой взгляд, здесь разделить ответственность за пропущенный мяч должны и полузащитники, которые не помешали Мунтари прицельно пробить. Диего Милито, возможно, выйдет на поле, но было обещано, что, скорее всего, на какое-то количество минут он выйдет по ходу второго тайма. Об этом говорил перед матчем Бенитес. Ну и ситуация, к этому располагает. Интер выигрывает, хотя будет, я думаю, еще интересная борьба во втором тайме. Генуэзцы показали хороший футбол, в общем-то, на равных, играя с многократным чемпионом и обладателем Кубка чемпионов. Были моменты для взятия ворот у Дженуа, но отлично сыграл в паре эпизодов Жулио Сезар. Составы, напомню, в которых играют команды. Начнем с хозяев поля. В воротах Эдуардо. И полевые игроки. Кико 2 номер, Раноки 16, Дейнелли 3, Кришито 4, Росси 17, Миланетто 77, Каладзе 13, Рафинья 18, Тони 9, Место 20. Жулио Сезар в воротах Интера. 13-й Майкон, 6-й Лусио, 25-й Самуэль, 39-й Сантон, 4-й Дзанетти, 88-й Биабиани, 10-й Снайдер, 29-й Каутиньо, 9-й Этоо и 11-й Мунтари, автор забитого мяча. Бенитес Гасперини тренер, Банти главный арбитр матча. Это вот президент посередине Дженуа Прециози. Игра у Дженуа получается, но вот гол, конечно, в раздевалку не мог не испортить настроение. Посмотрим, как команда Гасперини справилась ли от этого пропущенного мяча. Совершенно не кстати пропущенного перед финальным, перед свистком перерыва. Игра началась во втором тайме. По цифрам Интер предпочтительнее по первому тайму. Ну и самая главная цифра — это на табло. 1-0. Сали Мунтари пробил голкипера. Хозяев поля. Очень большое преимущество по владению мячом. Больше 60% владения мячом у Интера. При этом территориальное преимущество поровну. То есть Интер много владел мячом и пасовал на своей половине поля без особого продвижения вперед. Хотя, на самом деле, вот еще смотрю статистику: удары в створ ворот по 4, мимо ворот 3-2 в пользу Дженуа. Удары, которые застряли в ногах соперников, в телах, 2-1, опять-таки, в пользу Дженуа. Кроссы 13 у Дженуа против 2 у Интера.
Но Интер гораздо лучше играет в пас. На данный момент 300 с небольшим передач. Сделано под 90% точных передач. У миланцев всего лишь 182 передачи, ну под 200 передач у Дженуа. И меньше 80% точность передач. По единоборству равенства в этом компоненте Дженуа в концовке тайма к Интеру подтянулся. Главный вопрос по Интеру, конечно же, это игровая схема, которую будет использовать Рафаэль Бенитес, когда наберет форму Диего Милито. Ну, не форму в том числе. Очевидно, меньше. Ну, хотя и Биабиани, и Каутиньо оба рискуют так или иначе в той или иной степени потерять место в стартовом составе. Но опять же, все будет зависеть от того, какой Бенитес видит схему Интера и какие игровые сочетания он будет предпочитать. А ведь есть еще и Пандев. Пока обещанная Бенитесом игра дальше от своих ворот по сравнению с тем, как играл Мourinho, мне кажется, не оправдывается. Мне не кажется, что Интер играет существенно выше по сравнению с тем, как играл Интер Mourinho. С большим акцентом на атаку. Ну, о забитых мячах я уже говорил, но забитые мячи вряд ли могут отражать стратегию построения игры. Интер Mourinho забивал много, не так много атакуя. Контратаки были превосходные, великолепное прохождение середины поля. Но, впрочем, Mourinho этим отличался не только Интера, например, тот же Челси. Живьем. Один из, наверное, лучших матчей, которые я видел живьем в своей жизни, это матч Челси-Барселона. Помните, наверное, на Стэмфорд-Бридж, когда Челси 4-2 выиграл. Вот там такие сумасшедшие контратаки Челси выдавал. Ну, это нечто вообще. Когда это вживую видишь, потрясающе впечатление. Так что здесь, мне кажется, не стоит увязывать количество забитых голов с тем, насколько много в атаке проводит времени команда. Майкон на правом фланге. Мунтари. Ну и, кстати, что касается игры в обороне, то Интер меньше всех пропустил на данный момент в чемпионате. Всего лишь 4 мяча. Милан, Лацио по 6 пропустили. Киев и Ювентус по 9. Но те, кто ниже в таблице, соответственно, или столько же, или даже больше. Каладзе. Контактирует с ним Дзанетти. Мяч уходит в аут. Дженуа на чужой половине поля. Рафинья. Никто не ждет эту передачу. Между двух игроков Кришито и Месту и Тони направил этот мяч. Но виноват, мне кажется, Месту, который наблюдал за Рафиньей и никак не среагировал на эту передачу. Намекают нам на повторе, что Дзанетти сыграл соперника, однако арбитр свисток не дал. Интер с мячом. Снайдер. Классная передача. Нет положения игры. Можно решать этот матч. Биабиани упускает возможность. С 0-2, я думаю, нынешнего Интера отыграться практически невозможно.
Тони. Не позволил Самуэль себя обыграть, а сейчас странно повел себя Росси. Оказался глубже к своим воротам, нежели чем линия защитников, и поэтому в положении вне игры не оказался Биабиани, а это Каутиньо. Каутиньо, которого в Бразилии лучше знают как Филиппиньо, чтобы не путать с более известным Каутиньо. В 16 лет Интер его купил, но вести сразу в Италию не стал. Продолжал играть за Васко да Гама до достижения совершеннолетия. Очень хорошее впечатление оставляет Каутиньо. Вообще, не только в сегодняшнем матче, игрок, безусловно, очень большого таланта. Жюлио Сезар, темп Интер не нагнетает. Ну и Дженуа никак не может во втором тайме подобраться как следует к воротам Жюлио Сезара. Конечно, гол не добавил хозяину поля настроения. И как трибун немножко завяли. Не так активно поддерживают хозяев поля, как это было до пропущенного мяча. Самуэль. Ну вот эти передачи Интера на своей половине поля. Которые потом выливаются в примерном равенстве цифр по территориальному преимуществу. Не очень опасный удар Луки Тони. Интер на следующей неделе играет в Лондоне против Тоттенхэма. Вообще сейчас график вполне такой подходящий для Интера перед дерби. У них нет сложных матчей. Поскольку в Лиге Чемпионов все более-менее ясно, и там умирать в Лондоне за победу совершенно не обязательно. Дальше дома с Брэшей матч, на выезде с Леччи и 14 ноября дерби. Можно подойти к нему спокойно. А вот у Милана как раз игры очень сложные. Этуо выпросил штрафной. Каладзе недоволен. Но блокировал ногу Этуо Каладзе. Правда, движение затем не делал. Этуо споткнулся о ногу Каладзе, но помирились. Этуо, кстати, очень часто приходит к Кахе в ресторан. Я, собственно, когда вот мы с Кахабером общались в ту мою поездку, как раз пришел Этуо со своими друзьями, с семьей. Совершенно нормально. Это, знаете, это все болельческие выдумки про какие-то войны. Там, это они все друг с другом воюют. Что в России, что в Италии. Ну, сейчас дальше штрафной посмотрим, я потом скажу. Снайдер мяча. Это опасно очень штрафной. И страшными криками Эдуардо просит не разваливаться стенку. Снайдер обводит выше ворот. Зацепил мяч кого-то из людей, стоявших в стенке. Высоченного Луку Тони. И угловой подаст Интер.
Разыгрывают гости мяч от углового флага. Прострельная передача. И все на этом заканчивается. Так вот, мы об этом, смотря уже эту самую серию А на протяжении многих лет, на НТВ+, неоднократно об этом рассказывали. На уровне клубов полное партнерство, даже можно сказать дружба. Она особо, конечно, может быть, не афишируется, но очень много общих дел по бизнесу и у Интера, и Милана. Город, в общем, небольшой, Милан. У футболистов и Милана, и Интера тоже много общего. Общий бизнес. Вьери, когда играл за Интер, у него был с Мальдини общий бизнес. И это совершенно такая нормальная история и ситуация. А по поводу этого, ну, представьте себе, я не знаю, наверное, многие с удивлением бы это восприняли, если бы, допустим, в России там игрок ЦСКА ходил бы в ресторан к игроку Спартака, который владел бы рестораном. Но у нас не особо принято пока что не хождение по ресторанам, а ведение ресторанного бизнеса действующими игроками. В Италии это совершенно нормальная история. И вот Самуэль Этуо не нашел ничего лучшего, и это нормально. Он ходит в ресторан, который считается миланским таким местом, а он весь украшен миланской атрибутикой, там питается руководство Милана и так далее и тому подобное. Но вот Самуэль Этуо, он там нравится. Дестро сейчас выходит на поле в составе Дженуа вместо испанца Кико, того самого, который сбежал тяжелой травмы в первом тайме после столкновения с Антоном. И двойная даже замена у Гасперини. Зубулини вместо Место. Вот такие замены. Вот эта история очень ярко демонстрирует надуманность вот неких конфликтов, которые якобы должны быть между непримиримыми соперниками, что вот выйдя на дерби, они должны все друг друга на поле поубивать. Конечно, дерби есть дерби, и футбол, и борьба, но после окончания дерби, я вас уверяю, Самуэль Этуо благополучно отправится за свой столик в ресторан неподалеку от центрального вокзала Миланского и будет там вместе с игроками Милана обсуждать перипетии матча. Это совершенно нормально. Вот это небольшое лирическое отступление. Просто к слову пришлось. Я просто пояснил вам, почему Каладзе так тепло обнимал Самуэля Этуо после нарушения правил, который зафиксировал арбитр. Потому что они часто видятся, часто общаются. И абсолютно никакого недоразумения в этом плане быть не может. Никакому итальянскому журналисту в голову не придет удивляться. Как это так? Игрок Интера зашел в миланское место. Желтая карточка. Предупрежден Миланетто. И никак Миланетто не может успокоиться. Вместо арбитра читает он лекцию арбитра. Миланетто даже, мне кажется, постарше этого судью. Более того, Миланетто показывает, с какого места надо пробить штрафной. Судья объясняет. Грубейшее нарушение. Причем еще Биабиани повезло, что он себе нос не разбил, ударившись дальше о колено соперника. 30 минут до конца матча. Штрафной еще один. И вторая возможность у Знайдера. И опять он бьет выше. Команда — это один из самых опытных игроков в составе Дженуа. 34 года ему. Не знаю, сейчас не буду искать, сколько лет судье, но я думаю, что так внешне он не выглядит сильно старше. Совсем не выглядит старше Миланетто, а Лука Тони, по мнению лайнсмена, в положении вне игры. Совсем юноша вот этот вот молодой человек,
Маттео Дестро. 19 лет ему. Уже записал на свой счет 1 мяч. Забил в ворота Кьева игрок молодежной сборной Италии. И забивает за молодежку итальянскую. Не далее, как вот совсем недавно сборной Беларуси он забил мяч. Вторая минута. Скоро, я думаю, мы увидим Диего Милито. А это Рафинья. Неплохая передача. Но Лусио контролировал ситуацию. Ой, Жулио Сезар захромал. Задняя поверхность бедра. И врача. Так что, может быть, и без Милито придется обойтись. Да. Такие травмы на ровном месте получают футболисты. Но если это задняя поверхность, то до дерби, по идее, должен восстановиться Жулио Сезар. Не будем сбегать вперед, сейчас надо понять, сможет ли он продолжать игру. Нет, ничего. С Жулио Сезаром страшного не случилось. Готов он. Похоже, нет, не готов. Покидает поле Жулио Сезар. Травма. Еще одна. И совершенно, видимо, не готовившийся к такому повороту событий бывший вратарь Сампдории Лука Кастеллацци сейчас выйдет на поле под радостное улюлюканье генуэзцев, болеющих за другую команду. Вот ведь номер, да? Бедняга. Вот это враг народа, точно. И поэтому такое мрачное лицо у Луки Кастеллацци. Совершенно не собирался он вставать в ворота стадиона, на поле стадиона Луиджи Феррарис. Но, к счастью для него, за Лукой находятся свои болельщики, а не чужие. А то сейчас, я думаю, он много всего услышит в свой адрес. А Лука Кастеллацци возрастной вратарь, 35 лет ему. Помните, неудачно у него был прошлый сезон. Он был основным вратарем в Сампдории. Потом получил травму, тяжелую травму на очень плохом поле в Неаполе, неудачно оттолкнувшись от скользкого газона, повредил себе связки коленного сустава. И, в общем, сезон для него закончился на этом. Ну, затем он получил приглашение в Интер в качестве, конечно, резервного вратаря. И вот сегодня состоялся дебют Кастеллацци в Интере в нынешнем сезоне. Хотя он совершенно не собирался выходить на поле. И, судя по мрачному выражению лица, Кастеллацци прекрасно понимал, как его встретят генуэзские болельщики. В атаке Интер. Ой, Самуэль. Это сейчас как элегантно пытался обыграть своего друга Каку Каладзе. И ответ Джено. Немного сумбурный пошел футбол. 1-0 Интер продолжает выигрывать. Молодые ребята появились в составе Джено на поле. Одного из них, игрока молодежной сборной Дестро, мы уже отметили. А это Рафинья. Подача.
Но через Самуэля мяч не перелетел. И Каутиньо как-то потерялся в последнее время. Еще один игрок, 20-летний аргентинец Франко Зукулини, вышел на поле в составе Дженуа. Пока совсем мало времени проводит он на поле в составе своей команды. Здесь Каладзе не позволил себя Самуэлю Этуа обыграть. Тони прессингует Самуэля. И сразу же бу фанатской трибуны Дженуа. Монтари чужой для себя правой ногой сделал неточную передачу, но мяч Интер сохраняет. Хорошо корпусом открывает мяч и двигается к штрафной площади соперника Биабиани. Монтари, Снайдер, Занетти. Майклон. Сали Монтари. Штрафную Биабиани и угловой. Один 0 Интер впереди. Две травмы. Камбиасо, Жюлио Сезар вынужден был Быволи покинуть поле по ходу матча. Но Интеру повезло, конечно, что в ближайшей встрече не носят какой-то сверхпринципиальный характер до дерби. Так что есть возможности этим игрокам восстановиться. А неужели нет офсайда? Не было офсайда. Опять застрял 7-й номер Росси. Как-то очень странно он играет позиционно у своих ворот. Сантон, Монтари, Снайдер, Каутиньо. Сантон освобождает. Каутиньо, хорошая какая передача была. Чуть не рассчитал Каутиньо пас на Этуа. И 20 минут до окончания матча, до окончания основных 90 минут. А это Самуэль Этуа. Нет, троих обыграть не удалось. Рафинья, Дейнелли, долго и не точно. Вновь 60-40 владение мячом. Интер превосходит своего соперника. Миланетто. Передача Тони. Кастеллаци легкий мяч забирает. И Лусио переживает. По какому поводу? Ему не понравилось, что арбитр не углядел толчок в спину со стороны Тони. Дженуа пытается наладить атакующую игру. Дестро прессингует Самуэля. Кастеллаци, свист.
не мешает. Но ему, конечно, повезло, что, представляете, в те повороты встал в левую сейчас. Каладзе. Миланетто. Не точно сыграл. Сантон. Мало забивает Дженуа. 8 мячей в 8 матчах. Но она и в прошлом году играла также не особо результативно, но и при этом неплохо в обороне. Сложно претендовать на гол, даже когда есть такой форвард, как Лука Тони. Почти ничего не создает Дженуа на чужой половине поля у чужих ворот во втором тайме. Из аута мяч ведет в игру Сантон. Снайдер. Сантон. Занетти. Лусио. Лусио сам полез вперед. Потерял мяч. Ну-ка, камера должна догнать мяч. Должна. Эко Дестро, молодежная сборная Италии. Ну, покажи нам что-нибудь. Нет, это плохо. Ну, Тони подбадривает молодого товарища. В принципе, по замыслу правильно, не точно исполнено. И ответ Интера. Длинная передача. Но вот со своей ноги Монтари, он какую диагональку почти дотянул мяч до соперника. А дальше Каладзе пойдет сейчас опять извиняться перед Самуэлем Этоо. Придется тарелкой пасты угостить Самуэля Этоо. Действительно, нарушение правил было и досталось Самуэлю от Каладзе. Вот здесь, видите, щелкнул его сверху по подъему ноги Каладзе. Бутсики-то совсем сейчас легенькие у футболистов, особенно атакующих. Каладзе объясняет судье, что он не хотел причинить вред нападающему Интера. Чуть-чуть не успел в это единоборство с защитник Дженуа. Частенько сегодня сходятся в единоборствах Каладзе и Этоо. А будет что им обсудить. Вот, видите, здесь задел его по подъему. Буквально на долю секунды не успел к этому единоборству. Возвращается в игру Самуэль Этоо. И в атаке Дженуа. Меньше 15 минут. Или что-то около этого остается у хозяев поля в распоряжении. Дестро с мячом. Кришету Дестро. Пробить надо. Удар! Неважно. Совсем неважно, пробил Дестро. Ну, кстати, я зря сказал по поводу того, что за спиной Кастеллацци свои болельщики. Там вовсе не факт. Я не помню, где сидят гости на этом стадионе. Поскольку там плакат Луки Тони, явно там не фанаты Интера расположились за правыми воротами. Ну и потом действительно вряд ли такой выезд может быть из Милана. Просто ультрас генуэзский точно. Дженуа там вот слева находится. Правая трибуна, трибуна Самдории. Так что в любом случае Луки Кастеллацци покомфортнее вот в этих воротах.
играют ниже, чем в левых. А Джено атакует. Дестро против Самуэля теряет мяч. Разобрались, как здорово. Два защитника, Самуэль и Майклон. Правда, Самуэль дальше сделал неточную безадресную передачу. И Дейнелли торопится с вводом мяча в игру. Эдуардо. И вперед идет Джено. Рафинья. Нет начала атаки. Вынужден бразилец возвращать мяч вратарю. И не точно. Но это несущественно. Учитывая две замены из-за травм, не так много шансов выйти у Диего на поле. Ну и нужды особенно нет по такому матчу выпускать игрока, не набравшего оптимальную форму. Будет у него возможность, я думаю, получить игровую практику перед дерби в двух оставшихся до этого матчах серии А. Джено атакует. Подача. Удар поворотом. Здорово сыграл Кришито. Прицельно бил в дальний угол. Позволили ему и принять мяч. О, классно, когда он себе в грудь это подработал под левую ногу. Шикарно просто. Очень красиво сыграл Кришито. Росси уходит с поля. Буакье вместо него. Ричмонд Буакье. Это игрок из Ганы, а лет ему, ну, по крайней мере, так указано в его визитной карточке, скажем так, 17 лет. В этом сезоне на поле не выходил. Молодой, совсем молодой человек. Яйдом Ричмонд Буакье. Вот такая молодежь есть в команде Гасперини. Посмотрим, успеет ли он себя проявить. На место правого атакующего полузащитника вышел. И вот получает мяч уже за пределами поля. Ну, режиссер тоже трансляции вспомнит о Милито. Ну, Бенитесу сейчас надо 3 очка взять. Милито он подумает, я полагаю, в другой раз. Каутиньо очень крепко стоит на ногах. Игроки Джено показывают, что с нарушением правил ничего там не было. И чисто отобран мяч, но судьи другое мнение. Гасперини просит своих успокоиться и собраться на концовку матча. Долго Интер готовится к вводу мяча в игру. И Монтарис за задержку времени получает желтую карточку. Разыграли футболисты Интера мяч. Снайдер Этуа. Снайдер входит в штрафную площадь. Каутиньо очень разумно все делает. По-взрослому, не правда ли он игру понимает? Тонкие решения.
нестандартная передача. С интересом будем наблюдать за развитием его карьеры. В атаке Джено. Плохой пас в спину. Дестру сделана была передача. И игрок молодежной сборной Италии сейчас очень остроумно попытался разобраться с защитой Интера. Заработал штрафной. И уже Интер успел с этой атакой Джено справиться. Но вторым темпом генуэзцы продолжают атаковать. Подача, но очень неудачно, прямо в руки Кастеллацци. Четыре в 4. Атака, и какую классную передачу. Двоих отрезал Каутиньо этой передачи. Снайдер решил бразильца отблагодарить обратным пасом. Передача не прошла. И Джено в атаке. Миланетто. Дестро, ну как кинеец, Ганец. Исполняет подачу, толчок в спину. Но за такой толчок, конечно, пенальти никто не даст. И Тони даже особенно и не просит ничего от судьи, понимая, что за этот локоть Майкона он ничего его команда не получит. Ну вот и, пожалуйста, Рафаэль Бенитес вместо нападающего Диабиони выпускает защитника Кордобу. Удержать результаты, победный счет. Le rondelle si restano alla comunica che l'Inter sostituisce il numero 88 Vieri con il numero 2 Cordova. Причем Кордоба в полузащиты выходит, судя по всему. Уже не первый раз Бенитес делает похожую замену на удержание счета в концовке матча. Пускай вместо атакующего игрока оборонительного плана футболиста. Но, правда, не всегда так происходит. Не в каждом матче. Сумеет ли что-то Джено в оставшиеся минуты создать у ворот Кастеллацци? А пока отсутствие основного вратаря никак не сказывается и незаметно. Даже как-то, я думаю, вы и позабыли о том, что Жюлио Сезар получил травму и покинул поле. Игра, в принципе, ничейная, но вот дальний удар Монтари, ошибка Эдуардо и его товарищей по команде, которые позволили Монтари пробить. И не реализация своих моментов выводит на данный момент Интер вперед. 1-0. 85-я минута заканчивается. Кастеллацци отправляет мяч вперед Каутиньо. И Снайдер мяч уступили. И неплохо. А вот здесь может быть опасно. И Тони, конечно, выиграет мяч, поставив корпус, а запутался и не понял, куда бежать и что делать. Зукулини. Ну, если вас удивляет, почему Тони в Джено, а не в какой-то там другой, более выдающейся команде. 33 года, на самом деле, футболист тоже. Я не намекаю на то, что он доигрывает. Но на высоком уровне до стартовом составе еще играть. Наверное, Джено для 33-летнего форварда вполне подходящий вариант. Не самым лучшим образом в предыдущем эпизоде разобрался 17-летний футболист. Джено.
И совсем немного времени остается в распоряжении хозяев для того, чтобы попытаться спасти этот матч. Нужны 3 очка Бенитосу. Не все в восторге от его деятельности. Поэтому единственное, что он может всей этой критике противопоставить, это результат. Никак нельзя отпускать конкурентов вперед. И нарушение правил в атаке. На сутки примерно Интер может обойти Милан в турнирной таблице, подобраться к Лацио, который на сложный выезд в Палермо отправляется. В воскресенье. Очень долго вводит мяч в игру Интер. Каладзе. Почти Тони удалось зацепиться за мяч. Кастеллаци безадресно выбил. Кришито демонстрирует опять высокую технику. А Майкон демонстрирует классную позиционную игру. Не подпустил Кришито к мячу. Вполне напряженная концовка этого матча. Интер откровенно подтягивает время и не позволяет Дженоа подобраться к своим воротам. Дженоа вот так за счет передач верхом добирается до чужой штрафной площади. Удар! Ну, молодой человек сейчас был близок к тому, чтобы стать героем матча. Но все делал правильно. Выиграл мяч, подобрал себе под ногу и выстрелил. Попади под перекладину, вынимай, Кастеллаци бы не выручил. В пас тут играть смысла не имело никакого. И последняя минута. И Интер теряет мяч на своей половине поля. Дестро. Попытка доставить мяч до Луки Тони. Сейчас не повезло. Дейнелли играет в центре нападения. Центральный защитник. Вот он. 90-я минута. Навал в исполнении Дженоа. Как будто идет какой-то финальный матч. Верхом мяч летит. Опасно! И Кастеллаци надежен. Не допустил ошибку опытнейший вратарь. А Дестро сбрасывал мяч в расчете на то, что успеет туда Лука Тони. 5 минут. Это много. Тянул Интер время. И вот натянул целых 5 минут. От Монтари как от стенки мяч отскочил. И Лусио отрабатывает за Монтари, которому приходится извиняться за потерю мяча. Рафинья бросает мяч. Дейнелли зарабатывает штрафной. Ну и все вперед. Дейнелли уже там давно. Очень опасно сыграл Дзанетти. Удивительно, что он не понимает решение арбитра, за что фол. Да. Итак, важный эпизод. 7 человек. Дженоа в чужой штрафной площади. Подача. Справляется Интер. Лусио и прилег сразу же на всякий случай. И все апеллируют к судье. Там игрок лежит наш. И судья дает свисток. Естественно, бешенство на стадионе. Очень сложно сейчас судье в такой ситуации. А как делать? Не останавливать игру
Я согласен сейчас с игроками Джено. Это к любой может прилечь в штрафной площади. Атака-то разве что делать сейчас? Сорвана атака. Вместо того, чтобы продолжать. Ну вот как бы вы поступили сейчас на месте судьи? Очень непростая ситуация. Контакта особого не было. Да, могло ногу свести Лусю. Могло все что угодно произойти. Но он выбил мяч и сразу же привек. Да, может быть и синяк, и шишка. В этом ли эпизоде он получил эту травму? Не в этом, непонятно. Давайте посмотрим. Раз нарушение правил судья не фиксирует. Что там могло быть, не очень понятно. Все что угодно могло бы. Ногу подвернуть. Мало ли что. Ну вот дальше мяч остается-то у Джено. Если нету нарушений правил на защитнике, арбитр видит, что нет нарушений правил. Дальше, конечно, очень сложно. Фактически лишил возможности Джено судья вторым темпом атаковать. Но молодцы миланцы сейчас. Ой, молодец Майкон. Браво. Вот это фэрплей. Сколько бы людей сейчас на его месте. Молодцы. Ай, молодцы интеристы. Браво. Сколько бы людей сейчас на месте Майкона выбили бы мяч в аут. Или туда, на чужую половину поля. Но Майкон красавец. Согласитесь. Оставил мяч ровно на том месте, где он был у Джено, и позволил навесить свою штрафную площадь. И едва эта атака не закончилась голевым моментом. Аплодисменты. Это настоящий фэрплей. Приятно, что это все-таки существует. Если вот в этом контексте оценивать действия судьи, он был, получается, абсолютно прав. Но он же не знал, что так отнесутся к его решению футболисты Интера. Увлекательно получилась игра. Это подкат сзади рисковатый. Напряженная концовочка получается. Буяки. Вроде бы играл в мяч. Давайте посмотрим на повторе. Да, ноги, конечно, Самуэля он задел. Да, конечно. На как-то русское слово похоже, не правда ли, то, что кричат сейчас болельщики? То, что у нас кричат в отношении судьи. Но на самом деле повтор свидетельствует о том, что было грубое нарушение правил. Завелись футболисты. Грубо уже теперь против Снайдера сыграно. Интер в атаке. Милан это извиняется или показывает, что ничего не было. Вставай, играй. 6 минут добавлено. Еще один подкат сзади в ноги. И теперь уже больно Самуэлю Этоо. Нет, все живо-здорово. Вот такие неуступчивые моряки из Дженуа. Из города, откуда Колумб отправился в сторону Америки. Неспокойно на трибунах. Смотрите, что делают люди. Они сюда зовут. Иди, говорит, сюда. Кого вызывают они на бой? Жаркая концовочка этого матча. 96-я минута. Всего лишь 9-й тур итальянской серии А. Дженуа Интер. Этоо в штрафной площади. Угловой зарабатывает. Угловой. Или не угловой? Угловой. Последним-то действительно Самуэль Этоо касался мяча. Очень неспокойная концовка. Полетели предметы. Ну, там, правда, сетка заградительная специально для этого существует. Разыграл Интер мяч. 96-я минута заканчивается. И вновь аут. Веселее всех Майкона. Снайдер. Кришету мяч отобрал сильно на чужую половину поля. И, может быть, последняя атака. Нет, подбор за Интером. И Интер на чужой половине поля. Каутини. 97-я минута игры. Монтари, все. И вскидывает вверх руки, в первую очередь, Снайдер.
Ну что ж, вот так достается Интеру очки в чемпионате Италии. Бенитес берет 3 очка. Интер выходит на 2-е место. Всего лишь 9-й тур. Интересно нас с вами ждет сезон в этом году в серии А. Лацио 19 очков, Интер 18, Милан 17, Кьево 13, Ювентус 12, Наполи 12. Но это без игр 9-го тура, которые состоятся завтра и в воскресенье. Хорошая команда у Гасперини. Поборется за места вверху турнирной таблицы. В этом можно не сомневаться. Интересно получилась игра, хотя всего лишь с одним мячом. Но 97 минут напряженного футбола мы с вами увидели. А Милито сыграть сегодня не удалось, потому что травмы были у Камбьясо и вратаря Жулио Сезара. Узнаем завтра, на какой срок они выбыли, сумеет ли восстановиться миланскому дерби. Все об этом матче. Георгий Черданцев вместе с вами с удовольствием его смотрел. До свидания.